Сразу что? Только шуруповерт нужен, получается. Да. Плоскогубцы эти есть, все есть. А сверло есть там у Наташи в шуруповерте? Да, на шурике сразу сверло стоит. А, ну все, понял. Хорошо. Она батарейки взяла, шуруповерт у нее. У меня получается первый этаж, налево сразу дверь первая. Ага, я понял. Но, Все, давай, выезжай, давай, потихоньку начинаем. жду Да. тебя здесь. Ага, давай. Давай. Доброе утро, ребята. Выходной день. Ничем так не навещало. Никуда не собирался, ни на рыбалку, вообще не заводить технику, тем более. Ну, тут позвонил звоночек, экстренный вызов. Мишаня сломался в лесу. Порвалась гусянка, в общем, и нужно выручать. На буране, как вы знаете, ребят, на старых, 2 гусянки по 38 или по 35, не помню. Одна из них вот порвалась. В общем, технику, я так понял, не хочет он ее тащить, он хочет сделать, залатать гусянку. Он уже так делал, так я понял. Нужно, короче, шуруповерт, шило, ребят. Благо нашел связь, позвонил, в общем, Андрюх, выручай. Ну что, надо ехать, ребята. Я сам погибал, многие видели, ребята, что было и как было. И, в общем, надо помогать, ребят, в таких ситуациях в любом случае. В общем, все, откладываю дела. Хотели делать тушеночку. Занимаемся дровами. Алена Сергеевна, смотрите, ребят, женщина у меня может. 2 раза подкалывала, в основном все она перетаскала, все переколола. Немножко тут осталось добить. В общем, баня, ну, откладываем все дела, ребята, и выезжаю. Так что все, вперед. Погода снежная. Надо еще будет найти его, потому что он мне объяснил местами. Ну, всю ночь шел снег, буранку замело. Найду я его, нет вообще. В общем, вот такая ситуация. Короче, полетели. Сейчас еду у Мишани до супруги, беру шуруповерт, там какие запчасти, у него уже все готово, забираю и в путь дорогу. Полетели. Я вчера только припылил с лесу. Так. Ладно, у меня здесь есть еще 5 бензина. Что-то в баке. Мне кажется, все хватит. Нормально. Не высохну. Так что заводимся, греемся. Ну ладно, ребят, что с Богом. Полетели. Он мне объяснил, я вообще не понимаю, куда ехать. Будем делать дозвоны. Созвоны. Погода сегодня такая еще. Снежная. Вчера всю буранку мою перемело. Здесь я так проезжаю вокруг дома и выезжаю на дорогу. Ну, в принципе, вот и все. Полетели. На лыжную трассу. Здесь у нас деревенские школьнички катаются, сдают нормативы. Я сам, ребята, скажу вам, лыжник с разрядами. Все детство я занимался спортом, лыжами, легкой атлетикой. Потом перешел на тяжелую атлетику. А так я, ребята, лыжами занимался, бегал. И вот здесь по этой лыжне я носился, так скажем. Ну, кто-то катался сегодня. Ну, понятно, сегодня выходной, детки. А так вот, наша лыжная, так сказать,
колея деревенская. Но на лыжах не стоял уже кучу времени, ребята. Это были давнешние годы. Ладно, прям до озера здесь вот так. Пьяная трасса. Плюс у меня еще длиннобазник. Он глотает очень плохо такие вещи. Сильно не разгонишься. Тем временем добрался до озера, ребята. Вот такое озерко. Не знаю, может 500 на 300 где-то. Стоят шалаши охотничьи. Спускаюсь вниз. Пройду через по озеру. Здесь тоже детство проведенное, купались. Рыбка есть здесь, немножко есть. О, тут воды, конечно, море. Ладно, пересекаю озеро и идем на речку, ребят. Вот такие находки, ребята. На буранке. Я знаю, чей это бур. Везем. Мишка потерял, злодей, блин. Ночью в лес ехать здесь вообще опасно. Так, ну что, село, сейчас село обхожу, ребята, и дальше. Короче, не могу сообразить, ребята, куда ехать. Езжай, говорит, по дороге, справа забор будет зеленый, туда поворачивай, уходи направо. Справа, есть зеленый слева, а нам надо справа, блин, ё-моё. Такой борщевичок, ребята, зараза. Растет здесь, блин. Ну, Мишаня, а. Загнал меня куда-то непонятно, блин. Ладно, идем дальше. Физкульт, привет, бля. Салам пополам. Мне кажется, надо телегу снять, Мишань, чтобы этот. Эти? Да. Я же их перевернул. Перевернул? Ну. О, есть контакт. Так, давай по сагусам все будем. Там поправляй. Починили плоскогубцы, проволока, гусянку, а так что никак. Ладно, что, потихоньку выезжаем. Давай, Мишаня, доставай. Что-то есть. Кто-то есть, да? Кто-то есть. Это хорошо, когда кто-то есть. Может, не крупный, но есть. Сушок. Нет. О. Щук. Грамм 600. Все довольны. Стандарт, да, Мишань? Вот здесь, да? Ну, Вот такая вся идет. пойдет. Ну зато смотри какая, да? Да? Не как на Ваде, красивенькая, беленькая. Да, И смотри, вся в пиявках. речная она такая есть, но. Вся в пиявках. Жуса нету у тебя? А? Жуса нету? Да я это поставлю. Мертвого?
Фу, ребята. Ну все вроде нормально. Мишу дотащили. Гусянка слабая уже, все. Сейчас поднимались уже к дому ближе и порвалась, короче, опять. Замена гусянки. Ну, утро начинается не с кофе, ребята, час дня. Вот полдня провозились. Ну, зато техника дома уже нормально. Надо выручать, ребята, это дело такое. Сегодня ты, завтра я, так что это нормально. Ладно, ребят, погнали в дом. Будем готовить сегодня очередную вкусняшку. По вашим, так сказать, комментариям. Попробуй, Андрюха, попробуй. Вот сегодня попробуем. Все, погнали. Метель такая, блин, ехать без очков вообще невозможно, блин. Все залипает. И так щуришься, и со снегом буранку не видишь, короче, тяжело в такую погоду кататься. Ладно, погнали домой. Фу, ребят, ну все, вроде дома. Сегодня у нас очередная вкусняшка. Все, мы, ребят, продвигаемся по этому автоклаву. Мы уже сделали кучу вещей. Это тушенку, это делали рыбу, я имею в виду консерву в томате, щуку делали последний раз, леща. Жидким дымом многие писали, что как бы, Андрюха, это гадость. В общем, ребят, все пробуем, тестируем, как бы для себя и показываем вам. Сегодня очередные, ребята, заготовочки. И это будет у нас каша перловая. Вы писали, что, Андрюх, попробуй. На самом деле получается бомба. И в очередной раз, ребята, в этой деревенской кухне Лариса Юрьевна, всем здрасте. Привет всем. Начинает, ребят, нарезать овощи. В общем, все как обычно. Делаем зажарку, лук, морковка. Мясо у нас вот так, ребята. И уже замоченная перловка. Автоклав, ребята, 10 баночек. Сегодня заряжаем, пробуем. В общем, кого не угощали в плане тушенки, консервы, всем очень нравится. И очередной раз я вам говорю, ребята, кто задуманный, кто хочет приобретать, берите, ребят, прям не пожалеете. Вообще нисколько. Вещь крутая, вещь нужная не только для деревни, но и для городских жителей. Можно готовить дома, угощать, заготавливать. Это очень круто. В общем, что, Лариса, на 10 баночек у нас сколько тут мяса взяла? 2,5 килограмма. Это свинина, да? Да. Свининка, ребята, лук, морковка. Упаковку перловки взяла, замочила. Перловка какая-то специальная или Нет, обычная. обычная перловка, да? Упаковка вот эта. Отлично, отлично. Ну все, ребят, что, начинаем? Лариса, как обычно, начинает. В раза 3, наверное, она увеличилась. Уже увеличилась. 800 грамм я брала. Ну, получается где-то Угу. 2 с лишним килограмма здесь есть. Это она просто в воде так увеличилась. Да. А в банках тоже увеличится? Увеличится, но мы добавлять жидкость не будем уже в банке, потому что она впитала в себя воду. От мяса вода будет, сок получается. Угу. И от овощей будет сок. Лишней жидкости добавлять мы не будем. Понял. Из специй мы только будем использовать соль и букет перца. А лаврушку? Нет, ничего. Ничего такого не будем, да? Многие писали, Андрюха, в описании пишите по составу, рецепту. Ну, вот, ребята, обычно все говорим, как бы показываем, что у нас вот 2,5 килограмма, 800 грамм перловки, 3 больших луковицы там и 2 морковки. Автоклав, ребят, небольшой у нас Фенсел Мини на 10 полулитровых баночек. Соответственно, как бы тут понятие должно быть. Есть они и больше, и еще больше, есть вообще громадные. Мы взяли вот реально как бы вот небольшой, чтоб. Короче, тема зашла, ребята, нам очень нравится, и мы продолжаем. В общем, сегодня у нас перловка, каша перловая с мясом. То бишь, давайте начнем. Запыляем газик. Многие спрашивали, Андрюха, центральный газ? Нет, конечно, ребят, вот у нас баллоны. Центрального газа нету.
Так, ну что, и маслица. Начинаем обжаривать. Масло можно не жалеть. Лишним не будет. Пошло мясо. Нарезаем не такими вот кубиками. Быстро. Мы уже попробовали раз много, и все очень просто, быстро делается как бы. Не надо мудрить. Да, не надо ничего мудрить. Там перемудрить невозможно, а если даже что-то перемудришь, все равно получается, ребята, очень вкусно. Единственное, то, что по соли, по специям. Не надо много. Да, не надо много. А вот все остальное как бы, потому что банка будет соленая, уже не то будет пальто. Ну и опять же, если там пересолили, что можно добавить в какое-то блюдо, там какой-то суп сделать, то уже там суп не надо солить, допустим. Ну, уже должны сами понимать. Главное не пересолить и не переборщить специями. Все, зажарка жарится, мяско режется. Сегодня мы решили попробовать по-другому сделать. Раньше мы делали закладку, ребята. Берем банку, там на дно горошек, лаврушка, потом ложили там мясо, там и сверху там, допустим, каша, там, да, 2-3 ложки, там и ложка, там 2 зажарки, это лук, морковка. Сегодня мы сделаем как Юрина. Все полностью перемешаем, да? Да, вместе с зажаркой. Зажарка, мясо, ребята, крупа, соль, все вот это мы в одной большой посудине размешаем и будем закладывать именно вот так. Посмотрим, как это получится. Ну, думаю, получится что нормально. Не будем вот этими делать слоями, а сделаем полностью. Будет круто, наверное. Нет, наверное, нужно. Не поместится, думаешь, да? Перловочка. Кто уважает, кстати, перловку, ребят, пишите. Плюс зажарка. Плюс зажарка. Да не, нормально будет. С горочкой, да? Да, с горочкой. Просто неудобно мешать будет. Надо было тазик побольше взять сразу. Руками. Да. Давай руками. Ну, зажарочка у нас, ребят, готова. Рис готов уже, да, мне кажется? Смотри. Угу. Или еще поджарим чуть-чуть. Сок уже дал, да. Морковка, ребят, так, по идее. Ну, естественно, для вкуса тоже. Ну, и вот цвет дает красивый очень. Такой красноватенький оттенок. Вон даже, видите, как лук покраснел. Чуть-чуть еще 5 минут. И будем тоже высыпать. Так, все, ребят, снимаем с плиты. Да вон маленькая возьми. Что ты будешь морать? Да тут, слушай, она вообще по красоте. Так, немножко осталось. А так-то. Все, четко. Все, ребят, сейчас будем перемешивать все это дело.
Перемешай, попробуй. Как горячий. Руками-то мешать. Ну, сейчас, короче, не спешонько, ребят, все перемешаем. И вот наша закладка. Пока Лариса мешает, приготовлю автоклав. Кстати, спрашиваю, Андрюха, сильно закручиваешь? Я говорю, ну, имею в виду вот эти вентили. От руки закручиваем, ничего не пропускает, ребят. Нормально, все хорошо. Ни разу нигде не подспускало. Так, фольжно стоит. Мы готовим на пару, не в воде. Также добавляем 1,5 литра воды. Этого достаточно. Как раз под фольжно, ребят, добавляем. И все отлично. Есть такое дело. Ну, в принципе, вот как-то вот так должно получиться. Единое целое. Красота. О, вкусу соль, перец, ребят, делаем на вкус. И вот как бы и вам никогда ничего не говорю, что там 3-4 ложки прям конкретно надо ложить. Лариса перемешала, немножко попробовала. Все нормально, все четко. Ну, повар, ребята, повар должен пробовать, понимаете? А если кто что-то сомневается, в комплекте идет вот сама книжка, как пользоваться, и еще вот в подарок ложат книга рецептов. Здесь вот что только нету, друзья. Вообще любые соусы можно готовить. Консервы из рыбы. Все, ребята, вот здесь уже вся разрисовка есть. Сколько что надо добавлять, если кто, допустим, что-то не знает. Овощные консервы можно делать. Грибы, пожалуйста. Короче, что угодно, ребята. Вообще, что угодно. Вот, по всем этим, по грибам, пожалуйста. Овощные консервы. Консервы из рыбы. Соусы. Рецепт томатного соуса. Консервы из мяса. В общем, ребят, здесь все прочитаете и, в принципе, можете делать по красоте, так скажем. Так что книжка есть, но мы книжкой никогда не пользуемся. Так вот, готовим сами по своим вкусам. Все, ребята, баночки готовы, крышки в кипяточке. Давайте делаем закладочку. Что, руками варить, да? Мне удобно так. Я понял. Как обычно, сантиметра 1,5-2 мы оставляем, ребята, сверху. Ну, в общем, и все. Все остальное сделает вот эта машина. Вот этот автоклав. Именно готовится, ребят, под давлением. И все вот эти косточки, хрячечки, все пленочки, они просто очень круто. Глаз алмаз, ребята, Ларисы Юрьевны. Ну, не совсем. Не в одну баночку только. Чуть-чуть. Чуть-чуть, ребята. Ну, короче, вот как-то так. Ну, в общем, мы примерно уже понимаем, сколько чего нужно. Вот чуть-чуть надо было больше там мяса или там зажарки. Ну, не суть, ребята. Автоклав работает вообще без проблем. Хоть вы там наложите, там, знаете, без разницы, там
3 банки положите, 4, он будет также работать, не обязательно полную закладку делать. Просто должны банки быть на одном уровне, чтобы, допустим, если фольжно мы положили сверху 5 ровных банок, то сверху можете поставить вообще там одну такую, 1 литровую, без разницы. Так что насчет этого мы не паримся. Ну, минус 1 банка, ничего страшного. 9 баночек, зато полненьких, ребята, красивых, смотрите. По красоте. В этом процессе, ребят, у меня только одна должность. Это закрыть банк от руки. В принципе, здесь справится любая хозяйка. Я имею в виду, здесь можно заготавливать как бы любой хозяйке. И фишка в чем вот такого небольшого, ребята, автоклава, что полный, когда вы уже загрузили, может неудобно будет сверху на плите прям загружать. Все это же удобно снизу сделать. То опять же любая хозяйка может поднять его на плиту. Просто я знаю, что автоклавы есть и 40 литров. Сами понимаете, если его полностью зарядить, то он очень тяжелый будет. А здесь любая домохозяйка справится. Все, погнали в наших городских поближе деревни. Датя. Вот, ребята, о чем я вам говорил. Вот, допустим, если первый ряд он ровный, мы ставим фольжно, то здесь уже без разницы. Ставим мы здесь, вот, допустим, такую. Но здесь по высоте, видите, у нас на такие вот баночки рассчитаны. Снизу, допустим, тоже без разницы. Все, пожалуйста. Все, закрываем. Завинчиваем, затягиваем. Все это делать симметрично, чтобы ни крышку не повело со временем. Ну и опять же, если, допустим, я затягиваю от руки, то здесь можно какой-нибудь отверточкой, допустим, той же хозяйки. Ну понятно, что у мужчины сил-то побольше будет. Затянуть самостоятельно. Ставим на плиту, ребята, и доводим до кипения. Доводим до кипения. Так, проверяем, что у нас основной клапан открытый, обязательно, пока мы доводим до кипения. Сейчас поставим шланг, нальем водичку. Шланг нам покажет, что вода закипела, пошли пузырьки, вода в нем закипела, хотя здесь видно, что 100 градусов, допустим. Ну и все, самостоятельно откроется вот этот клапан, этот мы перекрываем и начинаем уже набирать давление. Все, погнали. Вот так небольшую тару поставили. Все, процесс прошел, уже 25. Температура поднимается. Плита у нас на самом максимуме. Кстати, спрашивали, куда можно, на какой плите. Да на любой, ребята, хоть на электронной, на сенсорной, там, на печке, на газу. Ну, понятное дело, что на костре вы поплавите пластик, это я имею в виду ручки. А так, хоть и на костре можно, в принципе, готовить. Чисто вот то, что вы поплавите, а так без разницы. Надо пополнить немножко водички, запас. Потратили водичку. В деревне, ребята, у нас колодец. Ключевая вода. Бьет постоянно. Сегодня выходные. Видно, что воды в колодце немного, потому что на бане раскидали. Стираются только от бани. О, вкусняшки. Будем кофе пить. Кушайте, пожалуйста.
для нас. Тем временем 100 градусов. Вода закипела, ребят. Мы видим. Закрываем основной клапан. Ну, сейчас у нас поднимется. Все, поднялся. Теперь шланг можно убрать, он нам не нужен. И тем самым мы сейчас набирать будем давление. Температура поднимется 120 градусов. И поднимем 1,2 давления баррелей. И после того, когда все мы это сделаем, мы только от этого начнем засекать время. Будем готовить 50-час. Итак, ребята, прошло 20 минут. У нас температура 120 градусов. 1,1 баррелей давление. В принципе, в таком режиме мы сейчас засекаем время. Время у нас 14:02. То бишь в 3 часа мы выключаем, ребята, полностью огонь и больше ничего не трогаем. И, как правило, мы оставляем его остывать на полную ночь, как бы. Завтра утром мы спокойно откроем, ну и будем пробовать, как у нас все получилось. Так что все, ребята, для нас целая ночь, а для вас одно мгновение. Увидимся завтра, будем пробовать. На связи. Давай, мать, помогай. О, я это не могу. Пакетик там возьми сразу. Вот это я понимаю. Слушай, она и выглядит. Смотри, как раз этот. Приготовилась. Разбухал. Разбухла, да. Тогда эту бумажку сразу протирать. Так, ну что, друзья, доброе утро. Прошла ночь. Вот, дали автоклаву полностью остыть. И, в общем, вот наши баночки вчерашние. На мой взгляд, очень круто получилось. Перловка даже в каких-то банках разварилась прям хорошо. Но, скорее всего, в самых нижних. Давайте попробуем, что получилось. Ну что, ребят, давайте откроем баночку. Если получится, конечно. Опа, получилось. Ну-ка, Юрюна, давай. Посмотрим, ребята. Кстати, ну, на первый взгляд уже видно, что вот так перемешивать намного лучше. Видите, она как заводская получается. Все вперемешку. Нет каких-то слоев. Конкретно вываливаешь мясо. Потом за ними идет морковка. Здесь уже все вот так, ребята. Так и будем делать, да, Ларис? Смотри. В общем, ну и перловочка, ребят. Первый раз сделали. Зацени. Сначала ты зацени, потом я заценю. Угу, поросенок. Ничего страшного. Угу. Перловка полностью разварилась. Перловка готова, да? Да, и по соли самое то. Помнишь, я еще вчера тебе хотела сказать? Угу. Может, еще подсолить? Нет. Идеально на соль. Ну, ништяк, давай я попробую. Ну-ка, ребята, я сейчас заценю. Вот мяско. Ну, с мясом проблем нету, да. Перловка, которая такая на вид грубая. Ну, и многие не варят вообще. Вообще класс. Супер, ребята. 100% плюсуем. Вот это плюсуем 100%. И вот такой вариант перемешивания всех ингредиентов сразу. Делайте так. Круто. Вообще. Реально очень круто. Многие спрашивают, насколько держит вообще вот такая консервация. Год, ребята. В год вполне можно стоять. Но навряд ли у кого-то будет держаться год. Максимум. То, что мы готовили по 10 баночек, я постоянно угощаю. Мы кушали. Что-то там даже... Лариса суп даже делала. Из какой-то тушенки.
Ну, она не застаивается по-любому. Конечно, если там наготовил там каждый день там что-то, то понятно. Ну а так, ну, вообще круто. Плюсуем, ребята, однозначно. Просто делайте. Красота. Никаких рецептур у нас нету. Мы сами только первый раз пробуем, готовим и вот с вами делимся. Можно это делать. Вкусно это. И реально вкусно. Однозначно класс. Перловка, ребята, наверное, скорее всего, из риса и гречки будет на первом месте. 100%. Вот это пшено, вот эта крупа, она дает фору реально и рису, и гречке. Она очень сытная. В лесу баночку открыл. Вообще класс. Просто кашку так поел. Можно на холодную разогреть. Банку в кипяток, в котелок положил или просто на сковородку вылил. Мне вообще без разницы. Какой-то суп можно сделать. Рассольник идеально будет. В общем, плюсуем, ребята. Круто. Делайте. Заказывайте. Ссылку оставляю в описании. Блин, я хочу, чтобы у моих подписчиков была вот эта штука. 100%. Потому что, ну, она реально крутая. Очень все просто, быстро. И вот эти баночки, все, их убрал хоть куда. При комнатной температуре, не надо положить в холодильник. Просто там в диван сейчас ложим там. Но это мы будем кушать сейчас. Все, ребята, давайте здоровья крепкого. Увидимся.